можно сказать, и про западных партнеров. Они считали, что вся эта гагаузская пророссийскость — это просто наивная, а, невинная часть гагаузского менталитета, гагаузского общественного мнения, которое ничем не угрожает, и с этим можно как-то жить и работать. А рецидивы служения империи воспринимались как эксцессы. Они всегда пытались искать с Гагаузией диалог, думая, что этот диалог возможен. Гагаузия всегда демонстрировала неконструктивность в этом диалоге, потому что никогда не принимала за себя решения. Вся позиция Гагаузии в этом диалоге с Кишиневым была продиктована интересами Кремля, которые Гагаузия беспрекословно исполняла. Проблема усугубилась после начала полномасштабной войны против Украины в феврале 22 года. С тех пор все политическое руководство автономии, включая депутатов Народного собрания, встали на сторону России и были преисполнены энтузиазма в ожидании русских танков и ракетных ударов по Кишиневу. Тогда, наивно полагая, что песенка независимой Молдовы спета, гагаузские депутаты в одностороннем порядке вышли из этого диалога. Я имею в виду их выход из рабочей группы парламента и Народного собрания.